леди Холодшин, с вами снова Лила. Друзья, я только что убралась у себя в комнатах, распыхалась, довольная. И теперь пойду уже на улицу. Так, уже давно селфи-палки с собой нет. Давай-ка я вас переверну все-таки. Так, мне так удобнее, а то когда нет ни селфи-палки, ни штатива, мне неудобно саму себя снимать. И хочется с вами разговаривать, чтобы меня было видно. Ну, короче, вот что я сегодня сделала. Я прибралась. Ничего такого сложного, но я уже не убиралась дней 5-6, наверное. Вот. Ну, вот после праздников капитально ничего не делала. Да и сегодня не такая генеральная уборка. Просто, ну, более-менее. А то утром быстренько пройдусь. Даже полы, если честно, не протирала 3 дня уже. Вот сейчас везде протерла полы во всех комнатах, вытерла пыль на подоконниках, потому что на улице жара, друзья, ну, невозможно было ничего делать. И думаю, как раз в огороде, на кухне ничего не делаю, то хотя бы приберусь. Сделала вон сколько стирки, сами вы видите. Так, ванна не закрыта у меня, но в ванной у меня некрасиво, правда, потому что только проштукатуренная, там ничего такого нет. И шумит сейчас тоже стиральная машина. Это уже то ли 4-я, или то ли 5-я стирка. Как видите, вон стирка висит, и уже пододеяльники и простыни. Ну, вот эти постельное белье, которое мне с Василька прислали, простирала я их. Но сегодня уже гладить не успела. Думала, сегодня поглажу, но не успела, друзья, погладить. И так, хорошо, все, сейчас мальчики скоро приедут, будет все чисто, аккуратно. Это у меня Касперовский. Ты, мама, той, ему жарко. Это посылки, друзья. Вчера хотела отправить вот эти вот блюда, 2 блюда и эти формочки для замораживания, лоточки для замораживания. Но вчера уже было поздно. В 6 часу только, по-моему, сын мой поехал их отправлять. Просто мы не могли найти коробки, нормальные коробки по диаметру, чтобы отправить. И, короче говоря, не смогли отправить вчера. Как вы знаете, вчера была пятница, но он не смог отправить, а сегодня они на работе. Так что надо будет или следующую пятницу ждать, или как-то окно. Ну, посмотрим, он обещал мне отправить. И, друзья, и теперь я пойду уже, наверное, на улицу. И вчера, да, я вам еще расскажу, что вчера был такой страшный ветер ночью, говорят, но я спала. Спала без задних ног, я не слышала никакой ветер, ничего. Смотрите, что у нас тут. Ну, у нас небольшая потеря, просто оторвалась вот эта вот подложка. Подмела здесь, потому что от голубей всего понавалилось. Да и после того, как я подмела, тоже снова опять вот все посвалилось. Уже вечер, 5 часов вечера, друзья. Но, видите, вроде бы пасмурно, но такая духота. Да, я хочу сказать, что был ветер. Мне сын говорит, мам, неужели ты не проснулась? Я говорю, нет. Он говорит, настолько был, говорит, сильный. Ну, хорошо, вот ничего у нас нет. Но, говорят, по республике в некоторых местах и крыши снесены. И много чего вот наделал этот ветер. У нас, алхамдулилла, ничего вроде бы. Видите, как у меня уже сорняк прет, надо прыскать. Хотя мне привезли одно ведро уже готовой этой отравы. Надо будет побрызгать, но сегодня нет уже. Все, сегодня не успею. Утром, сейчас я вам покажу, что я делала в огороде. Утром я сделала такую хорошую прополочку на картошке. Картошка у меня все уже готова. Но вот в других местах нет. Сейчас пойдемте в огород, покажу вам, что я сделала в огороде. Ну и, наверное, что буду... Хочу сегодня чебуреки сделать. Надо будет мне сходить в магазин, друзья. Нет лука у меня. Как раз к 7 где-то вот так вот приезжают мои мальчики. Надо будет пойти еще и лук купить. Все-таки, когда никого нет дома, послать кого-то, это сложно. Собиралась же сегодня ехать в Назрань, в город, покупать мясо, покупать продукты, чтобы сделать заказ. Но утром я не смогла. Ну, не получилось у меня. Хотела в обед поехать. В обед так разболелась голова, что я тоже не смогла поехать. Но позвонила своей клиентке, сказала, что сегодня не буду я делать. Ну, у меня такой понимающий клиент, в принципе. Она сказала, что ничего страшного. Ну, если даст Аллах, завтра утром поеду, когда ребята будут ехать на работу.
Так, нужно этот палисадник тоже срочно, видите, везде трава. Надо вот эти вот от тюльпанов отрезать цветоносы, которые торчат. И этот кустарник, видите, он вырос в некоторых местах сильно. И прополоть, и надо пересадить календулу. Если бы сейчас хорошенький дождик прошел бы, то посадить, пересадить было бы хорошо. И мне надо чем-то розы своей подкормить. Что-то в этом году они вообще не растут. Не мое. Короче, розы это не мое. Не знаю, что с ними происходит. Хотя вот те две розы у меня всегда были высокие, хорошие. В этом году и они плохие. Может быть, просто там земля уже плохая, наверное. И пионы у меня из-за того, что, мне кажется, из-за того, что они у меня вот растут возле... ну, в тени уже, они раньше обсыпаны бывали цветами, такой запах стоял, аромат такой стоял во дворе. А сейчас там я вижу несколько бутончиков только. И уже вот 3 года, как этот дом построили, вот так вот, несколько бутонов, несколько бутонов. Так что, наверное, мне их придется куда-то в солнечную сторону пересаживать, что-то с ними делать. Жалко, конечно. Ну ладно, друзья, пойдемте в огород. Так, ну и вот, друзья, это у меня утренняя работа. Вот, я довольна. Вы не представляете, вот 11 часов, когда я уходила с огорода, картошка лежала. Вот настолько было жарко. И у меня поэтому, видимо, голова разболелась, потому что я вот, ну, побольше здесь была, до 11, до 10 только нужно. А в этом году и картошка я недовольна. Семена все-таки неудачные. Вот эти вот рядочки еще более-менее. Смотрите, вот эти вот, я не знаю, откуда купленные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот этих 6 рядов, они какие-то вот, как видите, неудачные. Это я все сегодня, вот этот весь кусок, видите, трава еще не высохла. Но сегодня сделала прополку. Вот эти 3 ряда еще вчера делала. И вот это вот я сегодня сделала. Короче, хорошо поработала вроде бы. Но если бы не было такой сильной жары, я бы еще поработала. Но жара не дает. Так, сейчас поставлю куда-нибудь вертушку. Видите, чеснок пожелтел. Не знаю почему. Сейчас уже начинает идти стрелка. Нужно и стрелку рвать. Но еще чуть-чуть, дня 2 подожду пока, потому что на некоторых стрелка поменьше. Здесь уже, конечно, вот так вот можно ее вытянуть. Вот так вот. Вот. И у меня еще одна напасть в этом году. Вообще не выросла тыква. Я не представляю, что такое. Обычно тыква всегда хорошо росла. Но в этом году и тыквы нет. Вот. Так, здесь не успела. Как видите, хозяйка никудышняя. Не успела прополоть. Правда, поливаю. Хорошенечко пролила, но высыхает. Буквально высыхает за ночь. Петрушку вообще уже не видно. Надо петрушку уже... Не знаю, как ее. Ну, в принципе, не знаю. Тут буквально 1-2 бы я закончила. Ну, скорее всего, тут немного работы. Но надо просто взяться. Ничего, все будет хорошо. Лишь бы мы были живы и здоровы, как говорится. Так. И помидорчики я посадила позавчера. Я вам говорила же, что в вчерашнем ролике говорила, что вчера посадила. Позавчера посадила вот этот вот один ряд. И вот нескольких помидор уже нету. Но вот, вчера посадила вот этот ряд. Правда, вот вчера был ветер. По-моему, один кустик сломала, но не больше. Но ничего, не сгорели, во-первых. И, во-вторых, вот эта вот отрава помогла. По крайней мере, пока еще не скошена. Ну вот этот вот помидорчик сломался, потому что был ветер сильный. Вот. И перчики я позавчера еще сажала. И перчики нормально стоят, ничего. Так, ну их сегодня поливать не надо, как видите. Здесь влажно. Но нужно будет вот полить баклажанчики и вот этот вот острый перец. Сегодня, в этом году, конечно, мне не нравится свой огород. Так, вышла немножко на улицу. Никого нет. Тишина, духота. Вы не представляете, какая у нас духота. Видите, лошадь какая. Это не этого соседа лошадь. С этой лошадью мы дружим. Это другого соседа лошадь. Так что вот так вот. Да, и, друзья, мне кто-то задавал вопрос. У меня только огород, что плодовых
деревьев нет. Нет, почему есть у меня плодовые деревья. Вот они. В этом огороде у меня тут 3 алычи, 3 черешни, 1 груша, 1 вишня и 2 сливы, ну типа чернослива. Это в этом огороде. А там во дворе, значит, у меня раньше были, правда, и абрикосы, и персики, но это уже, не знаю, почему-то пропало 2 дерева, мы срубили его. Сейчас у меня там 2 яблони, 2 груши, 1 айва и 2 черешни. Так что плодовые тоже у меня есть. Вот так вот, друзья. Здесь еще не очень-то прибрано. Ну, что есть, то есть. Так, друзья, пока я бегала за луком, разыгрался опять ветер, но не такой большой, как вчера, но хороший ветер такой. И у меня сорвало провод. К сожалению, у меня нет света. Представляете, уже вечереет, скоро ребята приедут. Но я все-таки решила, включу сейчас несколько свечек и фонарик на телефоне. И все-таки сделаю чебуреки. Тесто я уже замесила еще в обед. И вот сейчас приготовила мясо. Так, мне казалось, что я снимаю, а я, оказывается, не снимаю. Значит, друзья, вот так вот. 2 чебурека я уже слепила. И, друзья, хочу вас спросить, вернее, даже, может быть, если я сегодня не показала ни тесто, ни фарш, как готовлю, потому что, сами видите, и света нет, да и спешила я. Потому что, действительно, после магазина такой, даже вот когда шла из магазина, разыгрался такой ветер, я испугалась, загнала всех своих этих птичек, ну, небольших, а куры да сами заходят, маленьких. И корова пришла, как раз корову завязала. И рассада у меня стояла, этих огурцов неприкрытая, и помидоры, и болгарка. Я вам показывала рассаду свою. Думаю, еще если сильный ветер, да сильный ливень, еще обещали же дождь, то все это пропадет. И все это бегом, бегом, бегом. Так что, друзья, не успела вам ничего показать. Но тесто у меня уже было еще с утра, можно сказать, приготовленное. А фарш я сейчас быстренько приготовила. Натерла на терке лучок быстренько. Добавила жиру хорошенечко. Я люблю, чтобы сочные были. Хоть и не полезно, но мальчикам можно. Вот. По 2 штуки обычно им хватает. Если что, и супчик есть. Но им хватает, они не едят. Я уже позавчера, по-моему, делала им на ужин, не помню. Или 2-3 дня тому назад. За милую душу поели. Вот так вот, друзья. Так, уже темнеет, и вряд ли нормально меня будет видно. Я все-таки завершу свой влог и потихонечку сделаю уже без вас свои чебуреки, друзья. Ну вот, друзья, на этом сегодняшний свой влог я закончу. Как видите, темно уже, и на улице уже темнеет. Скоро приедут мальчики, не знаю. Если получится сегодня, значит, запущу. Не получится, то уже, наверное, только завтра. На этом все, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо огромное. Ну вот как-то так сегодня.